Глава Коми Владимир Уйба провел заседание Республиканского межведомственного оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. С 30 октября в регионе начинается нерабочая неделя. Не будет работать практически вся сфера услуг и развлечений. Салоны красоты, солярии, бани, фитнес-клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, ночные бары и другие учреждения. По словам главного государственного санитарного врача по Республике Коми Людмилы Глушковой, показатели заболеваемости значительно увеличились среди детей в возрасте до 1 года, дошкольников и учащихся школ, подростков, пожилых людей в возрасте 65 лет и старше. 60% всех заболевших – это работающие граждане. Наиболее высокая степень заболеваемости отмечена среди офисных работников в сферах образования, государственного управления, промышленности, здравоохранения, общественного питания и торговли. За прошедшую неделю зарегистрировано 2032 новых случая заболевания, что на 8% выше, чем за предыдущую неделю, а прирост за последние 2 недели составляет более 10%. Такой уровень заболеваемости у нас не регистрировался в неделю с начала пандемии никогда. Показатель уровня заболеваемости за прошедшую неделю составляет 246,2. Наиболее высокие значения отмечаются в следующих возрастных группах. Подростки 15-17 лет – 240, взрослые 30-49 лет – 242, взрослые 50-64 года – 283 и лица 65 лет и старше – 388. То есть практически почти в 2 раза выше, чем в среднем по региону. За прошедшую неделю показатели заболеваемости значительно увеличились в следующих группах населения возрастных: дети до 1 года, дети организованные дошкольные, школьники, подростки и лица 65 лет и старше. В разрезе административных территорий наиболее неблагополучная обстановка по уровню заболеваемости имеет место в городе Ухта. Показатель 380, прирост за неделю 13%. В Троицко-Печорском районе показатель 455, прирост за неделю 63%. В Сысольском районе показатель 625, прирост за неделю 23%. В Усть-Коломском районе показатель 363, прирост за неделю 38%.